Уважаемая госпожа посол, уважаемый Ильхам Рустамович, уважаемые коллеги, уважаемые гости, я рад приветствовать всех вас на этом мероприятии, которое будет написано на страницах истории как часть события, оказывающее влияние на политику и экономику стран, чьи представители присутствуют здесь. Пользуясь случаем от имени Кабинета министров и от себя лично, хочу поздравить делегацию Китайской Народной Республики с 75-летием со дня основания Китайской Народной Республики, пожелать больших успехов и совместного процветания. О значении железной дороги, соединяющей наши страны, сказано очень много. Однако хотел бы еще раз отметить, что этот проект мы оцениваем очень высоко, называя и стройкой века, и стройкой жизни. Он выведет экономическое взаимодействие между Китаем и странами Центральной Азии на качественно новый уровень. Реализация данного проекта является жизненно важной не только для Кыргызстана, но и региона в целом. Проект строительства железной дороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан будет способствовать углублению торгово-экономического взаимодействия между Кыргызстаном, Китаем и Узбекистаном. В давние времена через наши страны проходил Великий Шелковый путь. Ныне мы хотим здесь строить железную дорогу, и вместо шелкового пути появляется железная дорога. Перефразируя слова великого политика Дэн Сяопина, можно сказать, будь то шелковый путь или железный путь, если он способствует развитию экономики наших стран, то он хороший путь. Идея шелкового пути, идея развития торговых отношений на уровне Азии и Европы и в дальнейшем не будет терять свою актуальность, и наша железная дорога будет частью этой системы. Самая короткая дорога между Шанхаем и Парижем, я думаю, мы сегодня приступаем к его строительству. Планируемая железная дорога соединит Китай и страны Центральной Азии и далее откроет новые маршруты перевозок до стран Европы и Персидского залива. Строительство железной дороги окажет сильное влияние на развитие экономики. Как известно, в условиях рыночной экономики самым главным фактором является спрос на рынке сбыта. Китай с населением более 1,5 миллиарда человек и мощная экономика является желанным рынком сбыта для любой страны мира. В то же время Китай обладает самой современной техникой и технологией. Соответственно, для наших стремлений к взаимовыгодному сотрудничеству с Китайской Народной Республикой есть все основания. Кыргызская республика придает большое значение укреплению дружественных отношений, всеобъемлющего стратегического партнерства с нашими братскими странами. Мы хотим выстроить современную, высокорентабельную железнодорожную систему. По нашим прогнозам, проект обеспечит повышение конкурентоспособности на международном рынке транзитных перевозок за счет сокращения расстояния, времени доставки грузов. Я с удовлетворением хочу отметить завершение трехстороннего переговорного процесса, результатом которого стало подписание 6 июня 2024 года соглашения между правительствами Кыргызской Республики, Китайской Народной Республики и Республики Узбекистан о совместном продвижении проекта железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Несомненно, для достижения этого исторического события была проведена большая плодотворная работа. Однако стоит отметить, что это только первый шаг на пути к полноценной реализации проекта. Впереди нам предстоит выполнить огромную работу. При этом, опираясь на весьма внушительный опыт наших коллег с Китая и Узбекистана, я с уверенностью могу заявить, что данную работу мы выполним качественно и в срок. Сегодня мы имеем честь участвовать в одном из важных событий на пути успешной реализации проекта открытия совместной проектной компании «Железнодорожная компания Китай, Кыргызстан, Узбекистан». Надеюсь, новая железная дорога откроет новую веху в истории дружбы наших стран. В заключение хотел бы пожелать вам всем успехов и плодотворного завершения визита в Кыргызстан. Благодарю всех за внимание.